-1. Сегодня потеплее. Более-менее теплее ребят сегодня. Там новолуние, луна большая, огромная. Всю ночь тепло. Ну, сейчас 4 часа утра. Я встал. Даже вода сегодня не замерзла. Вот так вот. Отлично. Утро нового дня. Вот сейчас в сторону я свечу фонариком. Хочу показать. Вот видите, как изба, окна, все, как сказать, видны. Потому что от луны идет яркий луч. Вот там дым шпарит. Подкинул дровишки. Чайник поставлю. Чайник поставим и уже будем потихоньку просыпаться. Пока чайник закипит, я еще тут буду лежать, конечно, где-то полчаса. Там уже встану. Умыться надо, зубы почистить, позавтракать и в путь. Я на реке. Сейчас прошел на лодке примерно 5 или 6 километров. Дальше буду идти по навигатору. Пошел на лодке. Очень тяжело ходить по реке, но из-за того, что поберечь себе силы, время, решил идти на лодке. Но это как бы на другой раз лучше пешком. Потому что, ну и в то же время как бы далеко ходить стараюсь. Иногда бывает и на лодке проехать. Но не в этом году. Ребят, в этом году вообще воды нету. Мотор барахлит, на малых оборотах старается глохнуть. По-новому придется мне разбирать карбюратор, продуть. Вот, сейчас я поднимусь на берег, включу навигатор и уже будем шуровать по навигатору. Каждое утро у нас заморозки. И вот такой грохот. Идешь. Очень далеко меня слышно. С одной стороны, я слышу птиц, когда куда-то они сядут или же еще. Но меня будет здорово слышно. Ну, по навигатору примерно по такому лесу и иду. В этом году терпимо. Как бы сырости вообще нету. Вот. Ну, уже получается, который день мы сегодня, так, 4-й день, и до сих пор еще без глухаря. Даже патрон я еще не выстрелил в глухаря. Вот. Ладно, здесь вроде как терпимо идти, даже местами хорошо. 700 метров прошел. Ребят, включился. Показать вот рябина. Смотрите. Не у реки где-нибудь, а именно вот в сосновых таких местах. Сосновый. Я не знаю, сырое место. Даже на ямах нигде нет воды. Поэтому и ручьи не текут в этом году. Тишина. Везде, где есть куст рябины, везде есть плоды. Урожай в этом году большой. И, как всегда, все кусты ломаные лосями. Вот. Все объедены. Это старые, конечно. Вот, перекусили тут. Вершинки, самые вершинки, они только кушают. Все ломают. Вот ломают. И потом вот эти почки и кушают. Собака, как мы начали идти, он меня оставил.
Ну, думаю, идет тоже туда, куда и я. Найдет, если что. Ошейника на нем нету. Как-нибудь другой раз ошейник одену. Ну, примерно вот так. И место хорошее. Здесь и кополухи должны быть, и глухари. Место идеальное, в принципе. А пока тишина. Вообще взлета не было. Да и косачи что-то молчат, не курлычат по утрам. Вот, ребят. Наконец-то хорошая земля. Идти было так себе. Там где-то 2 раза лайкнул тулан. Он в той стороне, он или слева. А тут, ребят, кормился медведь. Он бревна так легко ломает. Правда, гнилые. Вон они. И там разворошил все. Смотрите. И в таких местах потом глухари прилетают и не знаю, как это называется. Ну, портыкащие медвуны. Не помню, как это называется. Вот, смотрите. Вот это следы медведя. Брожу по вырубкам. Полный штиль пока сегодня, ребят. Ни одной птицы еще не подняли. Тулан вот сколько не бегал сегодня. Еще ни разу не облаял никого. Один раз только ко мне подходил. Сейчас бруснику присматриваю. Хожу медленно, спокойно, тихо. Буду есть бруснику. Надеюсь, где-то тулан кого-то найдет. Брусника вкусная после заморозка. Тает во рту, во-первых, сладкая. Особенный вкус. Сейчас буду дальше ходить. Наемся брусники. В общем, чаепитие где-то надо организовать. Да, раньше глухарей тут много было. Первые года, когда вот после вырубки, первые года очень много было. Опа. Блин, так напугал. Вон тулан идет. Так чавкнул, блин. Что-то... Уф, реально испугался я, ребят. Думал, сзади меня какой-то зверь идет. Бездельник. Он набегался. Ладно, будем ждать, когда тулан кого-то найдет. Где был бродяга? Давай вперед, туда пойдем, сходим. Пошли. Мам, уносим. Мам, вперед. Без 15-4. Только что дошел до избушки. Уф, запарился, конечно. Ах. Вот это я сегодня тоже прошел по нулям, вообще без выстрела. Попил холодный чай, ледяной, прям печка потухла, и в избушке уже прохладно. У меня как бы дверь постоянно открытая. Вот. Сейчас согрею вчерашний суп, и что-нибудь надо еще сварить. Какую-нибудь кашу, наверное, или макароны. Что-нибудь придумаю. Что я как бы о сегодняшнем дне. Вот с утра я начинал снимать, ребят. Снимал что-то там. Пытался что-то снимать. Потом как отрезало. Вот просто вот не вынимал камеру из кармана.
нечего снимать. За весь путь сегодняшний по таким хорошим местам я прошел. Видел 2 тетерки. Быстро над головой пролетели. 2 тетерки. 2 рябчика. И 1 копылуха, наверное. Копылуха, наверное, еще была. Все, больше ничего. Просто вот так взлетели, улетели. А чтобы вот куда-то он сел, или же кого-то собака облаяла, или же с грохотом еще кто-то поднялся, какой-то глухарь. Не было, вообще тишина, блин. А насчет рябчика, вот, давайте я все это, я уже, раз начал, уже расскажу о сегодняшнем дне. Вот. Вообще момента выстрела не было, ни одного патрона не стрелял. Собака местами час ходил в стороне. Бывает на полчаса уходит, бывает на час уходит, бывает больше часа. Представляете, вот я его не вижу. Вот идешь час, его нету, может и больше. И знаете, вот закон подлости, он был и будет всегда. Вот сегодня вот один момент, единственный шанс был у меня. Не было собаки. Я один иду. И, как сказать, дошел до такого места, где были 2 рябчика. 2 рябчика. И вот я и говорю, закон подлости. В тот момент пришел тулан. Я подходил к рябчику, и он пришел. И от тулана рябчик взлетел. Короче, один над туланом сел там, а второй под выстрел. Но я его не видел. И, короче, тулан начал лаять. И у него над головой, который сидел, рябчик улетел. Рябчик улетел, далеко улетел. Тулан, как сказать, обычно бежит за рябчиком или за дичью. А нет, возле меня начал крутиться. И я рябчика не вижу. И он у меня здесь вот рядом ходит. Язык высунул, там дышит, там, я не знаю как. Ну, он набегался, потому что. И одним словом, я этого рябчика тоже не увидел. Я, во-первых, не на те деревья смотрел, и рябчик не на высоте был, а чуть-чуть на середине дерева примерно, вот на ветке было. И улетел, все. Вот и весь момент, который был. Еще у реки, здесь одного рябчика я видел тоже, услышал, но не увидел я его, и прям такое место вроде открытое было, где он сидел, но я смотрел на дерево, он там на свалившей, на гнутой березе сделан. Потом перелетел на елку, и тулан тоже начал как-то лаять, через речку. И этот рябчик с елки перелетел на березы, уже далековато, метров 80 примерно, наверное, было. Примерно куда сел, там рассматривал, и в оптический прицел рассматривал, вообще я его не нашел. Ходит что-то там. Сейчас я его накормлю, у него целый котелок каши с утра давал, он сейчас доел вроде как. Сейчас я его накормлю на убой и вообще до отвалу. Вот такие дела. Ух. Знаете, вот с 6 часов до 4 часов, полчетвертого вот пришел примерно. Там не знаю, сколько километров у меня сегодня вышло, но нормально. Нагулялся.
Завтра еще, наверное, схожу на охоту завтра. И послезавтра, наверное, банный день сделаю. Просто я в тайгу не выйду. Во-первых, отдохну, один выходной сделаю. И хочу один день порыбачить. Вот. Может, баню затоплю там. Помыться надо. Вот такие дела. В 6 часов уже ложусь спать. Вчера после 6, наверное, уже лег. Или в 7 часов, наверное, лег. Ходит, места не находит. Ладно, сейчас я бытовыми делами займусь. Короче, дальше потепление идет, как жена говорила. Вчера дозвонился. Ну, связь теряется. Начнешь разговаривать, связь теряется. МТС. 2 раза там что-то пытались, поговорили, потом 3 раз не позвонил. Ой. Вот, вроде все рассказал о сегодняшнем дне. В принципе, наверное, в избушке буду готовить. Мангал не буду разжигать. Сжечь. За водой сходить. Да и, в принципе, сегодня, наверное, больше снимать ничего не стану. Вот такое вот кино получается, ребят. Реально хочется что-то вам показать, но пока ничего не получается. И вроде сегодня вот прошел реально хорошие места, где должна быть дичь. И где вот они порхались, или я не знаю, как камушки собирали. Ну, я имею в виду, где вот камушки собирали. Там сейчас аккумулятор разрядился. Есть такие места. Видно, что дичь был. Или куда-то ушла птица. Или же сегодня очень жарко, между прочим, было. Сегодня я вот демисезонно, у меня была кофта, и я кофту снял у меня в рюкзаке. Такая жара днем была. Вообще невозможно. Вот. Ну и будем надеяться, что еще найдем. Где-то они есть. Не может быть, чтобы нету. Будем дальше ходить, искать. Надо проверить еще вот старые вырубки, там новые вырубки, там пройтись вокруг этих вырубок, к болотам сходить. Куда сегодня сходил, еще другой раз схожу, и может даже несколько раз, потому что надеюсь, что там еще будет птица. Не может быть, чтобы там... Потому что сколько я не ходил туда, обычно всегда видел птицу, стрелял по птицам и удавалось добывать. И странно как-то. Но в прошлом году это понятное дело, что вообще не было птицы. А в этом году хоть частично она есть. И крупная птица уже как бы несколько взлетов за осень я уже видел. И рябчики тоже частично есть. Вот. Ладно, давайте, ребят. Не буду уже гигабайты сжечь. Пока так. Сегодня, в общем, без выстрела я. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я буду ужин готовить и отдыхать. Примерно так. На реке тоже с лодкой рыбачить не получится, потому что ходить по реке вообще невозможно. Только веслами, если. Просто веслами, да. А на моторке, доехали и доехали. Вот. Ладно, давайте. Немножко поболтал, рассказал сегодняшний день. А посмотрим, что будет завтра. Будем дальше снимать.
Тулан. Только отпустил его. В общем, всем привет. 9 октября. На улице дубак, ребят. Опять все в вине, все замерзло. На данный момент градусник показывает минус 3 градуса. Вот смотрите, дым с трубы прям вертикально идет. Очень большие заморозки по ночам. Вчера также вечером позвонил жене, поговорили, и позавчера она говорила, что потепление идет, а вчера уже она, там прогноз полностью изменилась. В общем, сегодня более-менее теплый день, а дальше, с 13 числа, с 13 там минус 7 градусов обещают, ребята, вообще, я не знаю, что делать. И тоже оставаться, как в прошлом году, ну, что будет, будет. Или же собраться и уехать, тоже не вариант. Только приехали и уехать тоже как-то. Все-таки, наверное, эта погода, сейчас перепады идут, сейчас заморозки, но, думаю, все резко изменится и потеплеет. Очень надеюсь. Вот, в планах сегодня также охотиться, ходить, пеший поход. Сегодня побродим. Завтра, если тепло будет, буду рыбачить. А если такая погода, то и озеро, наверное, все остынет, там замерзнет. Просто я в таком состоянии не понимаю, что делать. Ни рыбалки, ни охоты, так получится. Что-то резко, быстро похолодало. Бывает, до 20 числа нормально так, всегда. Находился здесь и возвращался спокойно. А сейчас того и бойся, каждый день, каждую ночь заморозки. Ну, вот такое начало утра. Немножко рассказал про ночные заморозки. Встает солнце. Прохладно. Я вообще хожу потихоньку. Пока не видел никого. В одном месте только рябчика видел. Собака там подняла. Улетели. Включился, чтобы показать утро. Не знаю, камера передаст или нет. Там слышно, как такуют косачи. Чуфушкают даже. Издалека слышно. Собака, может, туда и побежала, не знаю, я и давно его не вижу. Вон там тулан. Полчаса уже подхожу к нему, Что-то в земле, он говорит. Что он нашел там? Что там нашел ты? Куница, что ли, тут у тебя? Тулан. Капец, ребят. Наделал делов. Тулан. Я подходил к глухарю, а ты... Я моя. Реально, ребят, я где-то полчаса к нему шел. Подходил. Я уже не стал включать. Собака лает с такими... с остановками. Я не знаю, кого он чувствует. Я думаю, тут какой-то зверек. Может куница, может норка, или же еще какой-то вот
Смотрите вид, я не знаю. Один раз я вам показывал, как он поймал. Я тут с деревьев смотрю, может где-то сидит кто. А вот так он умолкает, потом начинает лаять. Так я думаю, тут куница. Зуб сломаешь. Все корни уже. Нашел занятие. Ладно. Надо идти. Может, хватит? Что-то есть. Кто-то есть тут, ребят. Вот такие они лайки. Неугомонные. Капец ломает. А место хорошее, смотрите. Сосновый лес, такое сырое место. В таких местах, конечно же, борая птица бывает водится. Ладно, идем дальше. В общем, вот такая первая находка у тулана сегодня. Но взлета пока не было вообще. Сколько уже идем? Где-то 1,5-2 часа на минимум. Что он творит? Тулан. Хватит уже. У него там туннели, знаешь, может десятки 20 метров. Да. Устал уже. Тула. Тулан. Тулан. Он не слышит. Тула. Локмунан. Базат вошел. Ладно, надо идти. Сейчас отойдет. Если б знал, Тулан, не подошел бы к тебе. Слышишь меня? Локмунан, пошли. Устал уже, пошли. Локмунан. Свежая яма у лосей. Это гонная яма. Даже мочой пахнет. Вот он как выглядит, свежая. Этого года, этого месяца. Вот так самцы копают. Потом туда мочатся, и самки ложатся на эту мочу. Такой процесс у них интересный, конечно. Обычно еще вот такие мелкие елки там бодают, капитально ломают. Собака тишина, не лает, значит поблизости их нету. Бежали куда-то. Ну, свежая яма. И снова пришел, блин. Ну, Тулан достал. Второй шанс и бесполезно, блин. О, улетел. Все, улетел. Сейчас расскажу, что происходит. Явно, ребят, снова у нас какая-то невезуха сегодня. Не получается добыть рябчика с собакой вообще. И бывает зло берет, блин. Знаешь, 2 шанса был за этот путь, который я шел сейчас. Собака бродит сам по себе. Ходит где-то, ходит. Иду, вот, скажем, нету ничего там. Ну вот откликается рябчик.
откликается рябчик, я слышу, подлетел рябчик один. И, знаете, еще свищу, второй уже подтягивается. И знаете, вот, тулан, как всегда. Смотрю, тулан этот бежит. Явая. Ну, он, конечно же, почувствует, услышит и побежал к одному рябчику. Он идет к одному рябчику, а второй взлетел и прям над головой. Вообще идеально. Я не только на коленях, на одной колене, я вообще ползком так смотрю. Чуть-чуть не успеваю прицеливаться. Он начал лаять второго рябчика. От этого лая он меня тоже как бы заметил. И от лая, от всего этого он дернулся и улетел. Это первый момент был. И второй момент, это сейчас, вот по ельнику уже мы идем. Сейчас, наверное, в сторону реки я сейчас пойду. Еще где-то с километр пройду и там чай попью. Вот. Сейчас тоже иду, собаки нету. Как бы нету и нету. Начинаю свистеть. Свищу, слышу, самка там свистит. Потом еще начал свистеть. Свищу, слышу, один начинает подлетать. С той стороны один подлетел. Еще свищу, он вообще подлетел уже, в принципе, под выстрел, но я его не вижу. Я как бы подготовился уже, одеваю видеокамеру. И как назло с левой стороны шарк, и сучья начались ломать. Собака идет. Все, у меня сразу настроение упало, и я потом уже включился, а он уже вот здесь он подошел. Уже под выстрел подлетел один рябчик. Не везет, ребят. Ну вот, знаете, вот я выхожу с собакой и как бы в надежде увидеть глухаря, найти глухаря. Но ни глухаря нету, и рябчики от собаки тоже улетают. Ну вот сейчас я с разведкой прохожу все это дело, и в следующий раз, если буду идти в ельник, то собаку ни в коем разе я с собой брать не стану. Пускай на целый день я буду уходить, собаку брать не стану. Иначе удачи не видать совсем. Ни глухаря, ни рябчика будет. Ну, собака в этом, конечно, не виновата. Но делает свою работу, он в поиске, он старается тоже, как бы. И что вот видит рябчика, он не виноват, что боится собаки. Он как бы тоже лает, дает знак, что он, какая-то птица сидит, Олег, стреляй. Но от этого лая, конечно, рябчик улетает. Ну и в комментариях также пишут, говорит Олег, бери собаку на охоту на рябчика. Никогда в жизни у вас охоты не получится на рябчика, никогда. Потому что рябчик не любит лай собаки. Изредка, из 100%, 1% может. Ну и также не любит лай, это тетерка косачь. Понимаю, молодые косачи тетерка, они еще терпят. А в остальных случаях они просто улетают. Из 100%, 20% может еще будет терпеть. И то ранней осенью. Сейчас уже как бы поздняя осень. И рябчик становится, дичь становится осторожной, даже и глухари. А вот в сентябре еще, в середине сентября есть разница. В середине октября и в середине сентября даже есть разница, что подход к глухарю вы будете видеть разницу. Глухарь более-менее еще сидит, терпит лай собаки, и тебя более как-то может еще подход будет терпеть с гладкого ствола там, чтобы добыть. Ну вот так, пока пустые, ничего не поделаешь. Тулан, молодец. Короче, 2 шанса было добыть. Ну, тоже не вариант, что каждый выстрел там без промаха будет, но все равно
были шансы хоть добыть птицу. Но ничего не получилось пока. Немножко расстроен. Как бы второй день уже пустые идем. Реально пустые. Даже и патроны еще не стрелял. Так что еще, конечно, с собакой я буду выходить, по дорогам еще побродим и по сосновому лесу еще ходить будем, но и тоже думаю, лучше без собаки начать охотиться. Вот так. Немножко страшно, конечно. Медведи как-никак есть, но они тоже человека тоже остерегаются. Сейчас уже осень, как бы они тоже уже берлогу будут делать себе. Такую глухой лес пойдут. Ой. Посижу и живота начинается. Ой. Ладно, идем дальше. Сидеть. Посидели сейчас еще где-нибудь чай попьем, организую чаепитие. Тулан. Тулан.